Зима близко, и от этого проблем становится еще больше. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, с чем столкнулись таджики, что безумно их беспокоит. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. И хотим напомнить за VPN. Используйте его, пожалуйста, при просмотре. Таджикистан временно прекратил экспорт угля в другие государства. В Министерстве промышленности и новых технологий Таджикистана решение о прекращении продажи угля за рубеж 17 октября связали с растущими внутренними потребностями и мерами по недопущению необоснованного роста цен на один из наиболее популярных энергетических ресурсов. Таджикистан экспортирует черное золото в Пакистан, Узбекистан и Афганистан. Мухиддин Давлатов, старший специалист управления угольной промышленности Минпрома Республики Таджикистан, сообщил 19 октября, что за 7 месяцев текущего года 6 угледобывающими компаниями было продано за рубеж более 308 тысяч тонн угля по цене от $40 до $80 за тонну. Власти Таджикистана решили прекратить экспорт угля в другие государства в то время, когда в самой стране цены на него не снижаются. Цена на уголь в месторождениях страны в этом году повысилась на 20%. В настоящее время угледобывающие компании продают черное золото в зависимости от ее качества по цене от 280 самани, это $28, до 600 самани, это $60 за тонну. У посредников же 1 тонна угля стоит 1200-1300 самани, это $120-130. Рост цен на уголь, по словам Мухиддина Давлатова, связан с подорожанием автомобильного топлива. Однако это не единственная причина подорожания. Предприниматели заявляют, что у них выросли расходы на транспортировку угля от месторождений до покупателя. По словам Субхаджона Хаджиева, который занимается продажей угля месторождений Айнинского района с начала года, филиал компании Innovative Road Solutions Ltd в Таджикистане превысил тарифы за проезд через столинговые плазы на автодороге Душанбе-Чанак от 50 до 70%, из-за чего водители грузовиков повысили цену на перевозку угля. А вы уже ощутили рост цен на уголь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Наши расходы на каждую тонну угля выросли примерно на 100 самани. В этом году все в Таджикистане подорожало, и топливо, и продукты питания, сказал он 20 октября. По словам предпринимателя, в 2022 году цена на 1 тонну угля в сравнении с прошлым годом выросла на 200-300 самани. В прошлом году мы продавали 1 килограмм угля за 90 дирхамов. В этом году продаем за 1,30 самани, добавил Субхаджон Хаджиев. Жители Таджикистана жалуются, что с каждым годом им приходится платить все больше за то, чтобы иметь возможность согреть дом и приготовить еду. Цены, по их словам, растут особенно поздней осенью, когда спрос на уголь в стране повышается. В этом году повышение спроса связано с поврежденными холодами и ограничениями на подачу электричества. Неделю назад Госэнергохолдинг Барки-Тачик подтвердил, что в стране введены ограничения на подачу света, отметив при этом, что это вынужденная мера. Авлиё Файзулоев, житель Рашского района, говорит, что в этом году закупаться и создавать запас угля до похолодания. В прошлые годы тонна угля стоила 800 самани, в этом году продавцы требуют 1200 самани. В этом году будет покупать угля меньше, чем в прошлом году, сказал он в беседе. В Таджикистане цена на кыргызский уголь выросла от прежних 2 самани до 3 самани за килограмм. Власти Кыргызской республики после конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле прошлого года прекратили торговлю с Таджикистаном. До этих событий Кыргызстан не отправлял уголь в Узбекистан. Популярный энергоресурс тогда попадал через Таджикистан. Сейчас ситуация совершенно иная. Кыргызский уголь попадает в Таджикистан через Узбекистан. Уголь является одним из старейших и наиболее популярных энергетических ресурсов в мире, и спрос на него растет с каждым годом. Добычей угля в Таджикистане занимаются 14 местных и иностранных компаний. Министерство промышленности и новых технологий Таджикистана сообщает, что в этом году объемы добычи угля в стране составили около 2 миллионов тонн при потребности в 2 миллиона 753 тысячи тонн. По официальным данным, в Таджикистане находится свыше 36 месторождений и проявлений угля, которые представляют все разновидности этого вида твердого ископаемого топлива, от бурого угля до каменного, включая коксующий уголь и антрацит. Суммарные запасы угля в стране превышают 4 миллиарда тонн. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто-то может это все регулировать? И почему не делает? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.